Здравствуйте! В эфире Тулпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тулпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламли. Студияда Алина Хадимуллина. Бүген безнең тапшыруда. Щуп реформасы дәвам итә. 13 март көнне район мәдәният сараенда төбәк операторы Дүртүли Мелиоводстрой җитәкчелеге белән очрашу узды. Районда эш сәфәре белән Эчке эшләр министрлыгы полициясе начальнигы урынбасары Радик Шаймөхәмәтов булды. Киләчәк заман укытучылары яшь кадрларны җәлеп итү максатында районда студентларның беренче ачык форумы үтте. Шулай ук бүген эфирда район мәдәният сараенда үткән хәйрия концертының йомгаклау өлешен карый алырсыз. В районе, как и по всей стране, идет мусорная реформа. Несмотря на то, что новый закон вступил в силу уже с начала года, кажется, что вопросов становится только больше. 13 марта в районном дворце культуры состоялась встреча с директором общества с ограниченной ответственностью Дүртүли Мелиоводстрой Евгением Юдинцевым. На мероприятии также принимал участие глава администрации района Ильдар Мустафин. Он рассказал о том, какими темпами в районе идет внедрение новых методов обращения с твердыми коммунальными отходами. Бүгінгі күнде біздің бұл площадкалар белән бәйле материаллар әзерлек эшләре бара. Без уйлыйбыз шушы сабантыга площадкаларны тәртипкә китереп бетеребез дип әйтеп. Икенче яклап без бүгенге көнне 450 штук тимер һәм 100 штук пластмасс контейнерлар кайтарып җиткереп ятабыз. Шушы контейнерларның март азагында предварительно 25-ләре 26 мартлар тирәсендә кайта пластмассовыйлары и апрель башында кайта тимерләр. Ул контейнерлар һәрберсе тәгәрмәчле булачак. Шушы тәгәрмәчле контейнерлардан еврозахватлыга килгән һәм шушы еврозахватлы техника шушы контейнерларны алып китү тәртибенә килергә тиештеләр. Яркәй түбән яркәйдә 55 участок апрельләйттек. Бу 55 участокны да шушындай ук авыллар тәртибенә килеп ятабыз инде контейнерлы площадкалар буенча. Әйтәсем килә, беренче кварталга без бу программа башланганда Яркәй, Түбән Яркәй авыллары буенча предварительно бөтен дөнья шупка батмасын өчен, пока бу программа эшләй башланып китер алдыннан аңлашылу вопрослары бик түбән булу сәбәпле Яркәйне Илеш сервис җәмгыяте көче белән Гагаевның махсумишның организациясе белән шупны үзебез районда чыгаруны оештырдык. Яркәй Түбән Яркәйнең шубын. Олар бер кайда китмәй, безнең әлеге существующий полигонда площадка әзерләп, менә шушында біз эшне алып барабыз, анда шутны чыгарып. Бүтән авыллардагы шутларны бүгенге көнне төп график нигезендә шушы Дүртүли Мелиоводстрой дигән организация безнең региональный оператор номер 2 Дүртүлигә шубын төп алып китеп яши. Руководитель рек-оператора в первую очередь решил прокомментировать информацию, появившуюся в сети интернет, о том, что якобы Дүртүли Мелиоводстрой попал в список так называемых мутных операторов. Наверное, очень многих интересует вопрос, откуда взялась эта компания, кто она такая, каким образом она выиграла конкурс. Да? Много там сейчас информации ходит на просторах интернета. Общероссийский народный фронт нас окрестил мутными операторами, нас и еще одного оператора Экосити, который находится в южной зоне. Но сначала скажу про Экосити. Там это самый крупный игрок, который объединил в своем предприятии 3 крупнейших игроков в южной зоне. То есть они построили большой мусоросортировочный завод. У них лучший на сегодняшний день в Башкирии полигон, поэтому называть его мутным, как минимум, некорректно. То, что касается нашего предприятия, значит, мы входим в крупнейший в России холдинг группы компании «Мехуборка». То есть группа компании «Мехуборка» — это 10 регионов присутствия. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ярославская область, Нижегородская область, Саратовская область, Пензенская и Псковская. Мы являемся региональными операторами в 3 субъектах. Это Пензенская область, это Псковская, это Забайкальский край, это Нижегородская область и Республика Башкортостан. Парк машин на сегодняшний день в группе компаний насчитывает 750 единиц мусоровозов. Это чтобы было понятно, 5 полигонов в нашем ведении и эксплуатации.
Вот, это чтобы было понимание. Мы планируем установить 3 мусоросортировочных комплекса. Первый мусоросортировочный комплекс будет построен и установлен, начнется со 2-го полугодия, это где-то ориентировочно июль уже будет изготовлены. Эти мусоросортировочные комплексы мощностью 30 тысяч тонн в год. Он будет установлен на полигоне в городе Дюртюли. Одновременно будет проектироваться реконструкция в вторую очередь полигона. Также второй мусоросортировочный комплекс мы планируем установить вблизи села Старобалтачево для обслуживания того куста. Это Татышинский, Аскинский, Коридельский, Бураевский, Балтаческий районы. И третий, возможно, сортировочный комплекс, если у нас получится это все осуществить, будет установлен в Мешетовском районе. Ну, по всякому случаю, мы пока планируем так, совместно с Министерством природопользования и экологии. Вот это вкратце о тех планах, которые будут происходить. То есть на сегодняшний день основной задачей является охват услугой транспортировки и сбора отходов и транспортирования на легальные полигоны со всех населенных пунктов. Евгений Юдинцев также пояснил, что в ближайшее время жители получат новую форму квитанции. Сейчас ситуация меняется. Вот сейчас будут новые платежные документы, и вы уже сможете оплачивать и в Почте России, и в Сбербанке, и в Уралсибе. Там перечень из 20 банков, и в том же Почта. Это вот сейчас с новой комиссией, точнее, наверное, я вот сейчас не готов ответить, это будет с 1 апреля или все-таки произойдет это раньше. У нас завтра, по-моему, встреча будет с СКБ, и мы поймем до конца вот эту ситуацию с банком. То есть там будет указано, я просто сейчас почему проговариваю, не пугайтесь, то есть до этого был указан расчетный счет Дюртюли-Мелиотстроя, сейчас будет указан расчет энергосбытовой компании, расчетный счет. И платежи будут идти уже через счет энергосбытовой компании. За счет этого мы уходим от комиссий, которые потребитель в этой ситуации платил, так скажем, те, кто оплачивали, те, кто не оплачивал, не платил. Вот. И уже мы сами будем оплачивать вот эти расходы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием. В ходе встречи индивидуальные предприниматели, руководители организаций, предприятий, главы сельских поселений задавали представителям регионального оператора свои вопросы, а их оказалось множество. Спрашивали о тарифах начисления, коммерческом или фактическом и стандартном, то есть по нормативу, о порядке приобретения контейнеров и организации площадок и многое другое. Руководитель хозяйственной группы управления образования. Вот у нас у всех школ, у всех детсадов паспорта отходов есть. Нам интересно узнать ваше мнение. Нам нужен коммерческий вопрос. Не по смете, по нормативу. Объясните, пожалуйста, нам коммерческий вопрос, пожалуйста. Вот по факту накопления у нас должен быть такой график, когда мы вам звоним, вот такая школа. Вы как будете на это реагировать? Давайте отвечу. Июнь, август у нас 0. Давайте все-таки к двум видам начисления оплаты. Ну, если так, по-простому, да. То есть есть по нормативу накоплений, которые установлены 466 постановлением 12 октября, если не ошибаюсь, 2017 года. И второй – это правило коммерческого учета, постановление номер 505. Соответственно, вы можете идти по двум этим направлениям. И мы идем только по двум этим направлениям, потому что любые другие действия, они незаконны. Потому что мы можем учитывать только либо так, либо так. Соответственно, если вы не хотите платить по нормативу накопления, в силу того, что у вас не соответствует образование отходов с нормативом накопления, то есть оно меньше, да? То есть вы можете перейти, согласно правилам коммерческого учета, это вот которое 505 постановление регламентирует, в ситуации ведения раздельного сбора отхода. То есть законодатель предусмотрел эти два варианта. Это как, знаете, есть свет, есть норматив, да, по свету платить, там, по количеству проживающих или еще как-то, а есть счетчик. Вот здесь такая же история. То есть либо вы идете по пути раздельного сбора, соответственно, организовываете раздельный учет отходов, то есть вы разделяете на фракции, там, отдельно собираете бумагу, картон, отдельно собираете пластик,
полиэтилен, стекло, возможно. И в соответствии с этим это все реализовываете либо самостоятельно, либо мы с вами обсуждаем условия забора этих отходов, да, там, вывозим их там, бесплатно отсортированно или еще как-то, это уже вопрос наших взаимодействий. Но как только вы внедряете этот раздельный сбор, предоставляете договор о том, что, ну, во-первых, журнал учета этих отходов, движения этих отходов, вам, скорее всего, в этой ситуации придется нанять эколога. Я думаю, что, ну, мне так кажется, без эколога вы с этим не справитесь. Вот. И, соответственно, у вас тоже возникнут какие-то отходы, и здесь просто вам нужно считать, что вам выгоднее в этой ситуации. Идти по нормативу или все-таки по раздельному сбору? Каждый, кто заключил договор, должен покупать контейнер. Так получается? Или, ну вот, как пример, торговый дом, несколько точек, и они все заключают с вами договор. И получается, каждая организация, ну, вот, которая покупает контейнер. Если у юридического лица есть возможность оборудовать свою контейнерную площадку, то, соответственно, он подает заявку в органы местного самоуправления. И орган местного самоуправления обязан вести реестр контейнерных площадок. Соответственно, юридическое лицо, предприниматель, обращается туда с просьбой внести в реестр ту или иную контейнерную площадку. Дальше орган местного самоуправления запрашивает в Роспотребнадзоре, соответствует ли эта контейнерная площадка Санпину. Получая свидетельство о том, что она соответствует, а там есть определенные требования, это бетонное основание, это ограждение, если не ошибаюсь, не ниже метра по периметру, и укрытие от попадания атмосферных осадков. То есть вот эти требования, если соблюдены, я сейчас говорю так усеченно, да, там, возможно, требования более глубокие, вот эта контейнерная площадка регистрируется, и дальше уже собственник этой контейнерной площадки, я повторюсь, на чьей земле она стоит, может с этой контейнерной площадки для юридических лиц сдавать в аренду место на этой контейнерной площадке. То есть один контейнер может арендовать там 2-3 предпринимателя. То есть если мы говорим о каком-то торговом центре, то есть в торговом центре собственник торгового центра говорит: вот я оборудовал контейнерную площадку, вы, дорогие арендаторы, пожалуйста, носите туда, заключите со мной договор на аренду контейнеров и контейнерной площадки, потому что согласно нормативу накопления у меня, к примеру, там, не знаю, в день образовывается там 0,2 куба, да? Соответственно, мне контейнер вроде как и без надобности целый. Я с кем-то координируюсь, вот он заключил, вот мы в целом на один контейнер носим. И вот таким образом происходит вывоз. Мы, в свою очередь, сообщаем, что со всеми возникающими вопросами по теме сбора и вывоза твердых коммунальных отходов можно обратиться по телефону горячей линии. А также всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте регионального оператора. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш». С 14 марта в администрации района состоялось совещание при участии заместителя полиции МВД по Республике Башкортостан Радика Шаймухаметова, главы района Ильдара Мустафина и начальника отдела Министерства внутренних дел России по Илишевскому району Айдара Юсупова. В ходе совещания проводился подробный анализ деятельности местного отдела полиции. В России мы, скажем, занимаем 5-е место в системе МВД России, наша МВД республиканская. Вот. Вопросов по деятельности полиции МВД я пока не вижу. Нареканий на прошедшей коллегии со стороны руководства МВД России тоже не было. Ну, Илишевский райотдел у нас, как всегда, на высоком должном уровне. То же самое. В зону критиков обычно не попадают. Также были рассмотрены вопросы о работе участковых полиций и сотрудников ГИБДД района. О результатах своей работы выступили исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД Ильгиз Галимов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела внутренних дел по охране общественного порядка Ильнур Гореев. За 2 месяца текущего года на территории Илишского района зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, при которых 2 человека погибло, 6 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водителями в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортные происшествия не допущены. Вкратце, все 5 дорожно-транспортных происшествий они совершены по вине водителей транспортных средств.
За истекший период на территории Ильичского района зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие в виде наезда пешехода, при котором пешеход получил телесные повреждения. Основными видами дорожно-транспортного происшествия на данный момент являются столкновения, 4 факта, и 1 факт наезда пешехода. В ходе проведенного анализа дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного на территории Ильичского района, места концентрации дорожно-транспортного происшествия не выявлено. Основные причины хотелось бы указать данных дорожно-транспортного происшествия. Это, во-первых, несоблюдение скоростного режима движения. Основная причина. С участием детей и подростков зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, при которых получили ранения 2 несовершеннолетних участника дорожного движения. С целью активизации работы с начала 2019 года по недопущению дорожно-транспортного происшествия проводится обычно в пятницу, праздничные выходные дни, профилактические мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений в области дорожного движения, в том числе выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, в настоящее время в органах наблюдается нехватка кадров, поэтому Радик Имамухаметович пригласил надежных и способных ребят пополнить ряды полицейских. В декабре месяце почему-то по неизвестным обстоятельствам много лишь состава ушли на пенсию. У кого есть маломальская выслуга. Поэтому, если есть желание у вас, у ваших родственников, близких, пожалуйста, направляйте, делегируйте. Молодое поколение, мальчики и девочки. Мальчики, кто был в армии, для работы в полиции, и в других структурах. Полиция, МЧС, прокуратура, уж как получится. Если годно состояние здоровья. К сожалению, у нас ведь такая маленькая, но проблемка есть. Зарплату большую не обещаем, но она стабильная. А какие требования по образованию претендуют? Образование, если на офицера, то должно быть высшее юридическое. Начнем с помладше. Помладше? Среднее образование. Полное среднее. Спасибо. Полное среднее, кто бы ни стоял на учете у нарколога, психиатра, в годном состоянии здоровья. Кроме того, в ходе совещания участники получили ответы на все интересующие их вопросы. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш». Районның белем бирү учрежденияларына, югары уку йортларында белем алучы яшь белгечләрне җәлеп итү, аларны район белән якыннан таныштыру һәм эшкә урнаштыру максатыннан чыгып, 13-14 март көннәрне район җирлегендә киләчәк педагоглары дип аталган талиплар өчен беренче ачык форум узды. Анда Бөрі филиалының Башкорт дәүләт университетының һәм Уфа шәһәренең Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының физика, математика, информатика, инглиз теле, биология, химия, география, физик-культура бүлекләрендә белем алучы, бүгенге көнгә район мәктәпләренә ихтыяҗ булган талиплар катнашты. 2 көн эчендә югары уку йортлары талиплары район белән танышырга өлгерде. Мәгариф, медицина һәм социаль мәдәни учреждениялар, музейлар белән якыннан танышты. Укытучылар һәм укучылар белән очрашты. Уку процесслары белән кызыксынды. Мастер-класслар, ачык дәресләр, класстан тыш һәм башка төрле мавыктыргыч, кызыклы чаралар карап кына калмады. Үзләре дә актив катнашып, мастер-класслар күрсәтте. Педагогик хезмәткәрләрнең спектакльләрен карады. Шулай ук булачак укытучылар район хакимиятенең утырышлы залында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район хакимиятенең хезмәт, мәгълүмати аналитик һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рамил Нуретдинов, мәгариф идарәсе начальнигы Гөлнара Кашапова белән очрашып сөйләште. Кызыксындырган, борчыган сорауларын биреп, җаваплар алды. Хакимият башлыгы Илдар Иршатулы аларны Илешкә эшкә кайтырга чакырды. Алар өчен тудырылачак яшәү шартлары белән таныштырды. Действительно, мы хотели бы, чтобы вы далее к нам по окончании университетов приехали и трудоустроились. Несмотря на то, что вы родом отсюда или же соседи наши, мы готовы всех принять и трудоустроить. У нас потребность сегодня порядка 20 учителей. Мы
залпом готовы взять, плюс еще 10 мы готовы взять на такую же работу, но с учетом того, что они будут трудоустроены в течение года. Вот порядка 30 человек мы можем взять одномоментно на работу. От района что мы можем добавить? Безусловно, мы вам поможем при строительстве индивидуального жилого дома. Льготными кредитами, земельным участком, может быть, где-то льготным жильем. И сможем помочь сегодня по программе жилищных сбережений, где государство добавляет к тем средствам, которые вы даете, сами от заработной платы складываете по 3000, там максимальная цифра, туда добавляет государство еще свои столько же денег. И по этой программе вы в конце концов через определенное время можете эти деньги взять, свои деньги плюс туда государство добавляет, взять ипотечный кредит, или же можете на эти деньги купить у нас дом. Во многих сельских поселениях есть жилой фонд, служебное жилье Еркеева. Вот этот фонд мы можем вам предоставить. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Гөлнара Фарук кызы мәктәпләргә таләп ителгән вакансияларга тукталды. Нам нужны учителя математики. Вот их 7 человек, 7 вакансий у нас на следующий год. Да? Просто это для информации. Нам нужны учителя английского языка, тоже 5 учителей. Учителя биологии, химии, географии. Это 3 ставки у нас, 3 вакансии здесь. История, учитель истории, учитель информатики, учителя начальных классов. Вот кто-то спрашивал вопросы по поводу учителя физкультуры. Нам тоже учитель физкультуры в школу тоже нужны. Это вот такие вакансии у нас. Но в целом, конечно, мы знаем, что кто-то из вас учится пока на 3-м курсе, кто-то на 2-м курсе, кто-то даже в 1-м курсе еще учиться и учиться. Я думаю, может быть, действительно у вас останется в памяти вот эти дни, которые вы провели именно у нас, в Илишевской земле. А кто знает, возможно, через 3 года вы еще раз вновь вспомните, да, про нас и пожелаете к нам приехать. Мы всегда будем очень рады вам. В любое время. Гомумән алганда форум бик җанлы, фәһемле үтте. 13-14 марта студенты Бирского филиала Башкирского государственного университета были приглашены на форум, посвященный трудоустройству, дальнейшему трудоустройству выпускников. Мы благодарим организаторов этого проекта за теплый прием, за хорошие отношения, за информативность. Со студентами мы посетили ряд школ села и района, детские сады, да, спортивные школы, где был оказан очень хороший прием. Мы хотим пожелать создателям этого проекта дальнейшего процветания. Мы хотим сотрудничать дальше, потому что работа в этом направлении должна быть продуктивной, она нужна, она важна нашим выпускникам. Удачи! Спасибо за встречу, за приглашение. Все было действительно хорошо организовано. И я думаю, это действительно актуально и информативно для студентов. Әйе, авылга кайтырга теләгән яшь укытучылар өчен хөкүмәтебез алдагы елдан зур ярдәм колын сузмакчы. Медицина өлкәсендәге Земский доктор программасы кебек, Россия президенты Владимир Путин 2020 елдан башлап укытучылар өчен Земский учитель программасы башларга тәкъдим итте. Әлеге программа буенча авылларга һәм кече шәһәрләргә күчкән укытучыларга 1 миллион сум күләмендә акча биреләчәк. Димәк, бу ярдәм яшь белгечләргә йорт төзергә, фатир алырга мөмкинлек бирәчәк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе. Йөрәктән чыгып йөрәккә барып җитә торган сыйфат ул изгелек кылу. Әйе, изгелек ит тә диңгезгә сал. Халык белмәсә, балык белер дигән борынгылар. Күңелең киң булса, бөтен илгә бер шырпы җитә ди халык. Чынланда, янәшәбездә киң күңелле, эшкерсез кешеләр яшәгәндә, балалар ятимлек ачысын тоймас. Өлкәннәребез кадер-хөрмәттә яшәр дигән өмет бар. Кадерле тамашачылар, чираттагы видео язмалар бу сүзләрне тулысынча дәлилли. Отделение «Социальный приют для детей и подростков» в Илишевском районе было открыто 5 октября 2000 года. За время существования приюта
Реабилитацию получили 479 человек. Деятельность специалистов учреждения, а их у нас 23 человека, осуществлена на социальную реабилитацию несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы оказываем им возможность посещения общеобразовательного учреждения и оказания активного содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем жизнеустройстве детей. Основной целью у нас является возвращение детей в родные семьи. Во все времена деловые и предприимчивые люди стремились не только добиться материального успеха, но и оставить свой след в истории района, республики, запомниться добрыми делами. А сегодня, когда наша страна делает ставку на молодежь, трудно найти нужное святое дело, чем помощь мальчикам и девочкам из неблагополучных семей, находящихся в социальном приюте. Лев Николаевич Толстой в своих дневниках отмечал, чтобы почувствовать добро, надо начать делать добро. Стало доброй традицией ежегодно проводить республиканскую благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Задача организаторов акции – протянуть руку помощи нуждающимся семьям, сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни первоклассника стал праздником. С 2010 года администрация муниципального района Илишевский район, сотрудниками отдела МВД России по Илишевскому району, председателем общественного совета при МВД России по Республике Башкортостан Халиковым оказывается помощь детям, находящимся в приюте по сбору школьно-письменных принадлежностей. В этом году была собрана гуманитарная помощь в виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей. В этой акции также принимают участие индивидуальные предприниматели нашего района Багмановы Раиль и Динар, директор клиники Медсервис Муртазина Земфира, магазины Резидушка, Мебельный рай, Гарам, Тамля, Индива, Агидель, Солнышко, Цифра, Двери, Восток, а также частные лица Сабиров Ильшат, Москова Лариса, Асылгариев Алмаз, Хакимов Динар, Зиязиддинов Радик, Зарипов Рамзиль, Пантелеймонов Вадим, Акмалиев Филюс и многие другие. 1 июня – День защиты детей. Праздник неформальный, наполненный реальными делами и смыслами. От чего или от кого надо защищать детей? Детей надо защищать от болезней, бедности и пьянства родителей. Дети – это безусловная ценность. Вместе мы сможем больше. С таким девизом к нам всегда приезжают волонтеры из благотворительного фонда города Уфа и Нефтекамск «Ангел-подорожник», сотрудники из районной центральной библиотеки, районного дома культуры и школы искусств. Ежегодно во время летних каникул Нурлагаянов Марс приглашает наших детей посетить Центральный парк культуры и отдыха, расположенный в селе Верхнеаркеево. Кроме того, на праздник Курбан-Байрам индивидуальные предприниматели Басыров, Амирьянов, Гадоев, Иркабаева, Шарипов, Мухаметов, Шайхулова, Ялалов Вильсур, а также наши сельчане Шафиковы Айдар и Дельбар, Хафизов Рустам, Хайбрахманов Марат, Шайхнуровы Ахнаф и Гульзифа, Сабировой Альфред и Гульшат, Шамсудинова Ренат и Кульчачак, Асфандияров Ильдар, Хазипов Рим, Сафина Гузель, Исаева Лира делятся с детьми праздничными угощениями. Ну а новогодний праздник для наших детей – это особенный праздник исполнения их желаний. Они его ждут как чудо. По их письмам добрый Дедушка Мороз приносит детям индивидуальные подарки. В этом году пожелания детей исполнили Деды Морозы из администрации муниципального района Илишевский район, депутат Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Бахтизин Рамиль Назифович, сотрудники отдела МВД России по Илишевскому району, магазин «Лента», общество с ограниченной ответственностью «Карагай», индивидуальные предприниматели Багманов Раиль и Динар. А индивидуальный предприниматель Ялалов Расуль Интанович по поводу и без повода постоянно оказывает спонсорскую помощь отделению «Социальный приют» для детей и подростков. В текущем году помог с установкой забора на фасадную часть игровой площадки. Профнастил, трубы, профиль были переданы приюту безвозмездно на общую сумму 48 тысяч рублей. Кроме того, Расуль Интанович помог сантехническим материалам для душевой, а в преддверии Нового года подарил нам большую пушистую красавицу-елку. Помогать людям – это не профессия, это наша общая жизнь. Мы говорим спасибо всем, кто заботится о детях. Вместе мы действительно можем менять жизнь к лучшему. Хотелось бы также несколько слов сказать о человеке, который более 16 лет проработал в приюте. Подхатинова Рима Рафитовна с 2002 года работает медицинской сестрой в данном учреждении.
Работа, конечно же, непростая. Поступают дети со всех уголков Илишевского района. Каждого нужно осмотреть, провести медицинское обследование, проводить работу по ведению здорового образа жизни. В таких условиях работы проявились лучшие качества Риммы Рафитовны, организаторские способности, умение вести диалог как с сотрудниками, так и с опекаемыми, настойчивость, правильность принятия решений, отзывчивость. Римма Рафитовна – новатор, совершенствует методики по работе с детьми, с документацией. Хочется от всей души пожелать вам, уважаемая Римма Рафитовна, дальнейших успехов и достижения поставленных целей. Пусть оптимизм и деловой настрой к работе никогда не покидает вас. Улгайган көнеңдә үз гаиләңдә, балаларың тәрбиясендә кадер-хөрмәттә яшәүдән дә зур бәхет юктыр. Ләкин арабызда гомер күзләрен ялгызы каршылап, башкалар ярдәменә мохтаҗ булучылар да бар. Андыйларга үз йортларыннан аерылмыйча яшәү шатлыгын социаль хезмәткәрләр бүләк итә. Күп кырлы, четерекле, зур сабырлык һәм түземлек таләп итүче һөнәр ул. Иске Татыш авылында бу җаваплы эш 28 ел дәвамында Гөлнур Вазитова иңнәрендә. Тәләкәй авылы кызы башта Уфа шәһәрендә тегүче булып эшләп йөри, аннары инде Иске Татышка килен булып төшкәч, үземне социаль хезмәткәр эшендә таптым ди. Үзең күңелең белән эшләсәң, һәрбер вакытта да эш инде ул. Җиңел дә була, рәхәт тә була, тәмен дә татыйсың бит инде аның. Көйләгән чакларда була, алар мине көйләп җибәргән чакларда була, төрле чаклар була инде ул, эш бит инде ул шуңа да. Үзеңнең авыр чакларында да менә аларның помога иткән чаклары бар инде, сүзләре белән. Алар бит инде дөньяны күргән кешеләр барбыр. Һәр көн ярдәмгә мохтаҗ кешеләрнең проблемаларын хәл итәргә туры килгәндә, мөлаем, ягымлы, матур, күтәренке күңелле булып калу әлбәттә җиңел түгелдер. Тулы нагрузкага эшләгән Гөлнур Гали кызы өлкән яшьтәге һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән 15 кешене хезмәтләндерә. Иң өлкәненә 92 яшь, ә күбесе инде 80-нән узган. Еш кына урын өстендә ятучыларны да карарга туры килә. Гөлнур ханым төрле хезмәтләр күрсәтә, кибеттән азык түлеген алып кайта, өйләрен җыештыра, су ташый, кайберләренә ризыгын әзерләп ашата, кирләрен дә өенә алып кайтып юа. Авырып китсәләр инде иптәше Вил белән машинага утыртып район үзәгенә, дәваханәгә дә алып бара. Ә иң мөһиме, көн саен аларның хәлләрен сорашып, ахзырларын сабыр тыңлап, алар белән сөйләшеп, күңелләрен күрә белә. Килеп бөтен эшемне эшләп, ярдәмләшеп, хәлемне белеп китә, Аллага шөкер. Гөлнурдан башка минем эшем дә бармый инде неткәчтән. Уңган, гаиләсен дә, тормышын да менә дигән итеп алып барган Гөлнур ханымны авыл халкы булдыклы хатын-кыз, үрнәкле ана итеп тә хөрмәт итә. Тормыш юлдашы, һөнәре буенча балыкчы Вил Хәмид улы белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Көч һәм акыл белән эшләп тапкан уңганнарның дөньялары да җитеш, тирә-юньгә ям өстәп тора. Республика газетінің баш мөхәррире, якташыбыз Фаил Камил улы Фатхетдиновны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле якташлар. Сезнең барыгызны да Уфада яшәүче Илешчеләр исеменнән тәбриклим. Чыннан да менә бүген бик матур, бик изге кичә бара. Biz инде менә видеофильмнардан күреп, якташларыбызның шундый изге күңелле икәнлекләрен белдек. Чыннан да менә бу чаклы изге күңелле якташларым булуы турында мин әз генә белә идем. Бүген килгәч инде менә бүген шушы фильмнарны карагач, инде мин аларның тагын да күбрәк изге күңелле кешеләр яшәгән танып белергә туры килде. Мин уйлыйм инде менә бүген безнең районда, әйтеп киттеләр, беренче мәртәбә монда кичә зур бер башлангычка нигез салынды. Мин моны ни өчен әйтәм? Менә миңа Раил дус шалтыраткач, районда без шундый чара үткәрергә телибез дигәч, мин Уфада яшәүче якташларга шалтыраттым. Алар инде барсы да хупладылар бу башлангычны. Күбрәк мин артистлар белән сөйләштем инде. Но бу артистларның барысының да кайтасы килә иде бүгенге кичәгә, барысының да дип әйтерлек. График, сез беләсез, артистлар алар бит инде графикны ничә ай алдан төзи.
Менә шулай булгач, мин уйлыйм, шушы безнең бүгенге башлангычны ел сайын аны традициягә әйләндерергә кирәк. Һәм алдан аның датасын билгеләп куеп, безнең инде анда артистлар гына түгел, безнең районнан чыккан башка кешеләр дә шушы кичәдә катнашып, шушы хәйрия акциясында катнашырлык булсыннар иде. Мин уйлыйм, бу әйбер безнең, бу башлангыч ул озын гомерле булачак. Шушы башлангычны безнең Уфа шәһәрендә, я булмаса башка шәһәрләрдә яшәүче якташларыбыз, алар һич шиксез хуплаячаклар. Рәхмәт чакыруыгызга. Район хакимиятенең рәхмәт хаты Римма Рәфис кызы Фәтхетдиновага тапшырыла. Шулай ук район хакимиятенең рәхмәт хаты Гөлнур Гали кызы Вагизовага тапшырыла. Сәхнәдә безне җыр моңнары белән сөендергән, бүген инде ныклы адымнар белән башкорт, татар эстрадасында күтәрелеп килүче яшь җырчыбыз Илнар Шарафутдинов. Каршы алыгыз. Yolda
Җылы теләкләребез тик сезнең өчен. Үзе дә тавышы да матур, моңлы Илешебезнең сандугачы Айгөл Хасанованы каршы алабыз, дуслар. Aşk, aşk, aşk,
Кадерле дуслар, бүген кылган изгелекләрегез үзегезгә меңләтә әйләнеп кайтсын. Шулай бер-беребезгә мәрхәмәтле булып, бер-беребезгә михрибанлы булып, ярдәмләшеп, терәк таяныч булып яшик. Бүген үзләренең җыр-моңнарын безгә бүләк иткән, безнең күңелләребезгә илаһи нур өләшкән һәрбер артистыбыз, һәрбер якташыбызга без чиксез рәхмәтле. Кадерле дуслар, сәхнәбез түренә кабат Илеш районы муниципаль район хакимияты башлыгы Илдар Иршат улы Мустафинны чакырабыз. Хөрмәтле безнең иштеләр, хөрмәтле безнең кайткан якташлар, чынлап та барыгызга да зур рәхмәт сүзләр җиткерәсем килә. Культура хезмәткәрләре, гомумән Айрыш, Рамил Назимовичның беренчедән тәргешче буларак шушы чараны бу көнне үткәрдек. Уңышлы булгандыр дип әйтеп саныйм мен. Айл Камиловичның тәртибенә кушылам. Ел сайын шушы тәртиптә җыелырга ясыйбызга. Ялдагысында да тагын да күбрәк безнең барлык якташларны, илешле талантлы илешләрне шушында безгә күрергә ясый. Зур рәхмәт. Район хакимиятының рәхмәт хаты белән Татарстан Республикасының халык шагыйре Роберт Миннуллин бүләкләнә. Хөрмәтле Роберт Миннуллин улы, сезне сәхнәбез түренә чакырабыз. Көчле алкышларыбыз белән кутлабыз. Роберт Миннуллин улы, сәхнәбез түренә кадерле дуслар. Рәхмәт хаты Башкортстан Республикасының халык артисткасы Фәнүнә Сиражитдиновага тапшырыла. Фәнүнә апа Сиражитдинова, кадерле дуслар, сезнең көчле алкышларыгыз. Барыбыз да беләбез, кадерле дуслар, бу елны Фәнүнә апа Сиражитдинова үзенең 70 яшьлек юбилеен каршы алды. Николас Кутлабамы көчле итеп алкышлаmalıyıq әле. Бу алкышлар сезгә. Район хакимиятының рәхмәт хаты Башкортстан Республикасының атказанган һәм халык артисты, Татарстан Республикасының атказанган артисты Идрис Калимуллинга тапшырыла. Республикабызның иң моңлы, иң дәртле артистларының берсе. Район хакимиятының рәхмәт хаты шулай
biz biraz atağımız kadri dostlar, yurttaşlarımızın seslerine. Allah versa şu şara hakkında Kızıltan bitlerinde de okuruz öyle şulay bir. Rahmet. Şundayı rahmet kadı, Başkırgızstan'dan at katımılar kızdı. Fendil Muhammadinov katapşırılar. Fendil Muhammadinov. Rayon hakimiyetinde rahmet kadırken Başkırgızstan'dan at katımlar medeniyet hizmetleri İlşad Sibagatullin buletlene. İlşad Sibagatullin.
шуның белән безнең бар кеше изгелек кылса, яктырыр иде дөнья дип исемләнгән хәйрия концертыбыз ахырына якынлашты. Шуны әйтеп үтәсебез килә. Бүгенге чарадан кергән акчалар районда эшләп килүче хәйрия фонды исәбенә күчереләчәк. Кадерле дуслар, сау сәламәт булыгыз. Авырлыклар сезне урап үтсен. Кайгы хәсрәт сез яшәгән йортларның ишекләрен бер кайчан да капмасын. Һәрберегезнең гомер юллары бәхет, шатлыклар белән дәвам итсен. Һәрвакыт бергә булыйк, бердәм булыйк, шуның белән көчле булыйк. Исән сау булыгыз, очрашуларга кадәр. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Таковы Илишевские новости на сегодня. Мы ненадолго прощаемся с вами. Всего вам доброго!